принципе, с какой проблемой ко мне приходит, ну, 99%, это бизнес, да, то есть это бухгалтеры, финансовые директора, индивидуальные предприниматели, потому что все, что связано с налогами, это их вот прям головная боль на сегодняшний момент. Но выбор все-таки пал сегодня на то, чтобы я вам дала, ну, вот, может быть, вы что-то знаете или, допустим, что-то знаете о налоговых вычетах, но мы в палате анализируем то, что сейчас происходит в стране, какие изменения у нас готовит год грядущий, что у нас с банковскими картами. И вообще, в принципе, проанализировав своих клиентов среди физических лиц, я поняла, я сегодня в Фариде тоже сказала, иногда человека от возврата денег буквально отделяет одна маленькая бумажка. Или бумажка, выброшенная им случайно просто в мусорку, придя домой, а потом через год вспомнит, что как раз-таки она ему нужна. Или просто незнание того, что эта бумажка ему пригодится. Или нежелание предприятия идти ему навстречу, потому что он не знает, а мы и не скажем. Ну, примерно вот об этом мы сегодня и поговорим. На сегодняшний день, давайте будем говорить и так, я гражданин России, но не факт, что я буду платить здесь налоги. Или, например, рядом со мной может сидеть гражданин Узбекистана, Таджикистана. И поверьте, по налоговому кодексу мы с ним одинаковы в правах. Вот действительно, это так. И на сегодняшний день граждане других государств обращаются к нам и делают такие же возвраты, как и мы с вами все. Разница лишь только в том, сколько в течение года этот человек находился в России. Если есть 183 дня, значит, он также вернет деньги на покупку квартиры, и на обучение детей, и по лечению. А вот мы с вами можем, так вот случилось, возьмем, уедем в командировку куда-нибудь. Ну, например, у всех мечта в кругосветное путешествие поехать. И вот так вот бац, и 183 дня не получилось. А у меня был такой клиент, который обратился ко мне, он квартиру продал. Квартирой владел 10 лет в Москве. И когда мы стали выяснять о том, что вот, ну, он говорит, да мне не надо декларацию подавать. Ну, я так, пришел на всякий случай узнать. Оказалось, в этом году он очень много путешествовал. А поскольку сейчас налоговые и таможни работают все в одной системе, я им объяснила, что нет, у тебя нет права вычета по количеству лет, у тебя нет даже права вычета на то, чтобы ты взял в расходы вот ту сумму, которую ты потратил на приобретение квартиры. И, к сожалению, сумма здесь даже не 13%, а 30%. Только потому, что он не находился в течение года определенное количество дней, не стал налоговым резидентом. Это я не хочу вас грузить, я просто хочу сказать, чтобы вы все понимали, насколько сложно законодательство наше и насколько вот порой, даже сама перечитывая статьи Налогового кодекса, я понимаю, как все запутано, и люди в этих дебрях самостоятельно разобраться не могут, потому что зачастую стоит вам платить налоги или не стоит, уж поверьте мне, решает далеко не Налоговый кодекс, а мнение отдельного финансового регулятора. Итак, с чего мы с вами начнем? Ну, наверное, самое простое. Я хотела бы, чтобы здесь сидящие знали о том, что у нас с вами вот каждый месяц возникает вычет налоговый, который мы зачастую приобретаем и получаем с вами, работая на кого-то, да, то есть у кого-то на предприятии, это может быть даже индивидуальный предприниматель. И этот вычет, он у нас с вами ограничен в течение года, называется он социальный вычет. Многие здесь присутствующие бухгалтеры знают, о чем я говорю. Значит, это вычет на детей. Для себя любимого есть вычеты, они 3500, но, к сожалению, они ограничены и расписано так в Налоговом кодексе, что понимаешь, что таких людей в принципе уже в России не осталось, которые могли бы этот вычет взять. А вот люди, у которых есть дети, они могут каждый месяц получать налоговый вычет. Как это выглядит? То есть у вас, допустим, зарплата 20 тысяч рублей. Если вы в свою бухгалтерию принесли свидетельство о рождении ребенка, одного, второго, третьего, то в совокупности бухгалтер, когда будет рассчитывать, сколько с вас он удержит вот этот налог НДФЛ, да, и перечислит его в бюджет, он будет его снижать за то количество детей, которые вы вот подтвердили. Итак, на одного ребенка у нас 1400 рублей в месяц, на второго 1400, а на третьего и последующих 3. Мало того, многие не знают. К сожалению, такая ситуация есть, и мы с этим сталкиваемся, разъясняем бухгалтерам. Если так случилось, что молодой человек развелся, и он обеспечивает своих детей, которые проживают с его супругой бывшей, он платит алименты.
Как это не банально звучит, но вот его новая жена имеет право такой же получить вычет на детей от другого брака. И на своих в том числе. Да-да-да, это правда, абсолютно правда. Как и в обратную сторону. У нас вычеты иногда, например, вот муж индивидуальный предприниматель. Он зарабатывает деньги самостоятельно. Жена работает где-нибудь на предприятии, на каком-то другом. Если она придет и скажет: вы знаете, у меня муж предприниматель, он отказывается от своего налогового вычета, пожалуйста, будьте добры, сделайте мне его в двойном размере. И ей сделать должны в двойном размере. Он должен принести заявление об отказе, у него уже нету там никакого вычета, он ИП. Или наоборот, жена ИП, муж работает на предприятии. Соответственно, вот вы должны понимать, что это право должно быть реализовано вами путем просто подачи обычного заявления. Дата владения квартирой вот в этой ситуации, она начинается от даты подписания акта приема. Не когда вы в Росреестре там все зарегистрировали, не тогда, когда раньше это было свидетельство, сейчас просто выписку дают, а с момента даты подписания акта приема-передачи. Вот это тоже очень важно, потому что от момента подписания акта до там, права собственности еще может год пройти. Например, вы владели с кем-то долей в квартире, очень долго владели. И потом вам тот второй человек, случилось, он вам дарит эту вторую долю, или передает ее, или вы у него выкупаете. У вас получается вся квартира в собственности. И очень масса вопросов, вот сразу вам отвечу, что срок владения квартиры в этой ситуации от момента приобретения вами первой вашей доли, а не тогда, когда вы всю квартиру. Поэтому не надо ждать там 3 года или 5. Если вы владели этой долей уже вот 1/2, допустим, да, или там 1/3, тогда да. За исключением ситуации, когда это коммуналка, когда там несколько комнат, и вы покупаете у всех по комнате, не доли покупаете или выкупаете, или как-то получаете эти доли, а приобретаете по комнатам. Вот здесь вот законодатель так вот хитро взял и написал, вот для вот долей как бы вот так, а вот для комнат, вот когда последнюю комнату купили, всю квартиру приобрели, вот тогда да, вот от этой последней комнаты надо отсчитывать 3 года или 5. Вот этот момент, пожалуйста, обратите на него внимание. К сожалению, мы продали, у нас нет вот этой скидки 3 года, 5, вот нам надо заплатить налог. Вы пришли, сами до этого дошли, сядете, начнете заполнять декларацию. Вот государство вам говорит, или вот 1 миллион рублей скидка тебе раз в жизни, да? Или же воспользуйся, к вычету возьми вот ту сумму, которую ты потратил на приобретение квартиры. То есть, по большому счету, вот так вот в голове держите, что 1 миллион, это если мне эту квартиру подарили, я пошел по-быстрому продал. Потому что документов на покупку нет. Вот мы ее купили в бетоне, отремонтировали, пошли продали. Агентству мы платили за то, чтобы, да, там, соответственно, нам все это оформили. Вот эти документы оставлять, они к вычету пойдут. Естественно, документы на приобретение этой квартиры. И плюс еще ко всему, это ремонт, который мы там сделали. Но максимально, вот, собственно говоря, вот мы можем принять к вычету на сегодняшний день ту сумму, которую мы вот потратили на приобретение этой квартиры. То есть вот это вот максимум. Если так случилось, что документов, нету, вот приватизирована она была, или там по наследству вам досталось, вы продали квартиру. Если вы успели в этом же налоговом периоде, а у нас налоговый период год, приобрести другое жилье на эти деньги, то у нас с вами карт-бланш нам дает государство. Оно говорит: дорогие мои, вот если вы купили жилье на те деньги, которые получили от продажи имущества, вы можете вернуть, да, то есть взять это к вычету не больше 2 миллионов рублей. И у нас возникает вот эти 2 миллиона. Мы можем ими воспользоваться, чтобы снизить налог с той продажи, да? А можем просто за счет вот тех 13%, которые у нас с вами накапливаются на предприятии, вот вернуть. Я об этом скажу, как это делать. Но это вот абсолютно с разных объектов. То есть вы покупаете квартиру, потом землю, потом дачу. Вот максимум это 2 миллиона. Разные объекты. Но у нас есть еще по кредиту, по ипотеке 3 миллиона. И дается нам это 1 раз в жизни. 2 миллиона 1 раз в жизни и 3 миллиона 1 раз в жизни. И очень большая ошибка, если вы эти 3 миллиона
Вот если у вас кредит не 3 миллиона, а там, например, 350 тысяч рублей по ипотеке или там 500 тысяч рублей по ипотеке, вы пошли и говорите, вот у меня 3 миллиона есть, как бы, да, вот, пожалуйста, давайте мне 500 тысяч, вот я процентов заплатил, вот я сейчас заберу. Забрали, все, замечательно, хорошо. Проходит какое-то время, вы выплачиваете всю ипотеку, потому что там сумма была небольшая. Вы знаете, что у вас было 3 миллиона, 500 тысяч вы уже использовали. И, допустим, другую какую-то квартиру или другое жилье приобретаете. И опять идете в надежде на то, что вам из этих 3 миллионов что-то нельзя. Все. Вот разница в трактовании, и уже Минфин подтвердил, что 2 миллиона на разные объекты, а 3 миллиона на один объект дается один раз. То есть если вы этот кредитный договор засветили, то все. Все. Больше вам. То есть если вы, ну, грубо говоря, если вы воспользуетесь этих 3 миллионов только 200 тысяч, то они просто сгорели у вас, и все, вот больше не будет. Поэтому, пожалуйста, используйте это право только в том случае, если у вас действительно серьезный такой конкретный кредит с ипотекой. Вот давайте посчитаем. Может быть этих документов в год. Ну, смотрите, 120 это на лечение, на обучение себя, своего супруга, лечение своих детей. Допустим, у нас 2 детей. Соответственно, по 50 на каждого мы потратили на обучение. Это могут быть танцы, это может быть иностранный язык. То есть вот, ну, потратили на обучение детей. Вот смотрите, 120 и плюс еще 100, да, это вот 220 тысяч. Вот по документам вы скопили. Вы берете свою справку 2 НДФЛ на предприятие, обращаете внимание на ту сумму налога, которую вам вообще вот в вашей, скажем так, корзинке в налоговой лежит, я бы так назвала, вот ваша корзинка по вашему ИНН. И смотрим, да, вот налог, который перечислил за нас работодатель. Допустим, он у нас за год выплатил налоговый, положил в вашу корзину, вот там, не знаю, нам 300 тысяч рублей, допустим. Вот у вас 300 тысяч рублей в корзине лежит. И документов у вас на определенную сумму. Соответственно, вы понимаете, да, что вот обращаясь через форму 3 НДФЛ, да, вот декларацию, вы прикладываете все эти документы и просите вернуть эти денежные средства вот в той сумме, которую вы собрали, да, 13% от той суммы, которую вы собрали, за счет вот той корзины, которая у вас есть. То есть оттуда, если вы не работали и никакого дохода не было, в этой корзине ничего не лежит. И, соответственно, вернуть деньги нельзя. Это первое правило. Второе. Если вы поторопились и сразу бахнули очень много за обучение или за лечение, в надежде на то, что вы растянете эти на 2 года средства, у меня есть клиентка, которая сразу за несколько лет вперед за ребенка оплатила. Ну так вот получилось. А вычет у нее всего лишь только 50 тысяч в месяц. Ой, простите, в год на одного ребенка. Она сразу вот много. И когда она пришла, я говорю, понимаешь, ну вот ты сразу, вот ты вот могла бы в том году эти деньги забрать, в этом забрать, в следующем. Я говорю, а у нас вот ты сейчас оплатила, все, вот в следующем у тебя уже ничего нету. Потому что нету чека, подтверждающего, что ты оплатила. Это тоже такой момент, не торопитесь, растяните эту сумму. Соответственно, если так случилось, то что у вас есть в корзине деньги от работодателя, вы имеете право вернуть. Потом, смотрите, если вы продаете квартиру, заполняете декларацию, не торопитесь воспользоваться вот этим миллионом там, да, или какими-то другими налогами на покупку, на приобретение. Сначала посмотрите ваши налоговые вычеты, снизите свой налог за счет вот этих стандартных, социальных, вычетов на лечение. И тогда уже на ту разницу, которая получилась, вы к ней примете этот миллион. И еще, не думайте, что если вот брат и сестра или муж и жена продают одну квартиру, им каждому дается по миллиону. Нет, этот миллион разделится между вами на 2 части. То есть 500 тысяч одному, 500 тысяч, потому что миллион дается на один объект. Если продают 3, соответственно, это поделится на 3. А вот если каждый по комнате продает, тогда миллион на каждую комнату. Потому что это отдельный объект недвижимости. Доли, значит, миллион будет делиться на всех одинаково. В соответствии с их долями. Так, ну, давайте, наверное, самое важное вам скажу. Это по поводу банковских карт. Я признаю, что мы стали зависимы, к сожалению, вот в 2019 году, и это тоже есть такая тенденция, для того, чтобы передавать друг другу деньги за счет электронных карт. Налоговая об этом знает, правительство об этом знает. За этим очень большой контроль.
Я сама индивидуальный предприниматель. Я также понимаю, что мы должны застраховаться. Я не буду вам сегодня рассказывать о том количестве документов, которые Центробанк выдает каждый год в большом, огромном количестве, с разными процентными ставками, сколько можно снимать, после какого момента карту заблокируют и так далее, потому что у всех физических лиц на сегодня встал один вопрос. Если я в следующем году вот там друг другу что-то там перевожу, вообще буду я с этого налоги платить или нет? Отвечаю, нет. Но у нас появилась новая категория людей, которые будут вынуждены или будут подвержены проверкой по банковской карте. Какая это категория людей? Конечно, в первую очередь, индивидуальные предприниматели. Есть вообще здесь предприниматели? Вот индивидуальный предприниматель здесь есть? Поднимите руку. Мало. Но, тем не менее, я вам скажу, если вдруг вы, там кто-то, кто здесь присутствует, откроете себе до конца года или в следующем году ИП, то знайте, вам не обязательно иметь расчетный счет, об этом Минфин тоже высказался. То есть оплату за свои услуги вы можете получать на карту. И, соответственно, представьте себе ситуацию, у нас все электронно. Когда вы подаете декларацию, как индивидуальный предприниматель, вы ее загружаете в определенную программу, которая установит каждому НВК на рабочем столе. Эта программа сама в автоматическом режиме запросит все ваши карты, и банковские вклады, и все. И поэтому, если вы индивидуальный предприниматель, у вас есть расчетный счет или нет расчетного счета, платежным инструментом для вас являются ваши карты. Поэтому все доходы, которые приходили от разного вида физических лиц, все программа подтянет. У меня сейчас очень большое количество людей, которые понимают, что вот он ИП, он вот по расчетному счету работает, а вот это вот карты. Я ему говорю, вот это все сейчас налоговая объединяет. Поэтому ты, когда будешь декларацию подавать, проверь, пожалуйста, что там у тебя по картам ходило, потому что тебе на каждый перевод придется объяснять, это не связано с предпринимательской деятельностью. Это мне Маша перевела, это мне а это вообще договор дарения.